Доброго здоровья, мои друзья, товарищи, подписчики, а также гости нашего канала. Еще одну серию, думаю, до Нового года заснять, потому что получилось у нас так, что посыпались новые заявочки. Поэтому я вас всех приветствую на нашем канале Мирный Лайф. Значит, небольшую прогулку по городу. Посетим 1-2 магазинчика. Меня просили новогодний ассортимент заснять, немножко цен. Вот, и несколько заявочек. И все, очень коротенькое видео. Не будем там растягивать на 40 минут. Поехали. Так, двигаемся по улице 40 лет октября. Вот военкомат проехали. С левой стороны сейчас увидите один интересный магазинчик. Я недавно в него заходил. Вот Adidas называется магазинчик такой вот. Может, он не так называется, но там можно приобрести некоторые товары спортивного характера, а также зимние пуховики. Вот кому нужно пуховички, я посмотрел. В принципе, цены прямо такие приемлемые. От 25 до 45 тысяч можно купить пуховики премиального класса. Не то чтобы там, знаете, бывает Ахара, а бывает вот Канада Гус, там Сибирия и еще что-то. Так, друзья, смотрите, с правой стороны новиночка, открылся магазин «Я в Китай» называется. Это не магазин, это кафешечка. Сейчас забежим на 3 секунды буквально. Я в него заходил, мы даже перекусили слегка. Я хотел вам показать. Центральный рынок. Смотрите, здесь чайхана. И чайхану мы как-то с вами снимали. А здесь вот буквально он только-только открылся. Кстати, в сети, где можно заказывать там по городу, знаете, вот эти доставку на дом продуктов, готовых блюд. Вот номер доставки по городу «Я в Китае». Я думаю, не против. Немножечко буквально. Здрасте. Вы не против? Я чуть-чуть сниму вас. Вот. Ассортимент и меню. Вот, смотрите. Здесь вот могут заказать такие блюда. Ну, кому-то, может быть, интересно будет. Вот такая здесь установочка. Несколько столиков. Так, отсюда. Ну, пока народу не очень много. Спасибо. Так, что тут еще можно? Вот. Комплексные обеды. В общем, как-то так. Мы заходили здесь, пообедали. Мне понравилось, честно скажу. Я даже в Новосибирске не в каждом этом китайском восточной кухне забегаловки так вкусно не ел. В принципе, ребята молодцы. Не знаю, кто в них повара. Может, реально китайцы, может быть, какие-то местные, может, привлеченные со стороны. Не знаю, но готовят вкусно. А громадные порции не переборщите. На двоих заказывайте одну порцию, потому что они прям большие. Вот. Ну, вот такие вот новости. Едем дальше. Небольшой променад по улице Московской. Московская 12. Московская 10. Так, где-то у нас тут заявочка какая-то есть. Сейчас глянем. Это 8-й дом. Московская 10. Ух ты, сейчас же тут домофончики стоят. Ага. Ну как-то так. Как тут узнать-то? Короче, видимо, нету никого дома. Наверное, все
на работе. Ну, будем считать заказ исполненным. Францевый, не знаю, проживаете вы в этом Московская 10, квартира 2. Ну, вам тоже большой привет из Питера от Дудника Андрея. Так что вот как бы такую заявку маленькую будем считать выполненной. Вот, ну поедем дальше. Во дворе тут все благоустроено. Вот такая вот по программе благоустройства дворовой территории 8-10 дома. Вот видите, тут табличка такая есть. И вот такая здесь горка детская с качелями. Под снегом не видно, но я вам точно скажу, здесь все забетонировано, сделаны все ограждения, все тротуарчики там забетонированы, бордюрчики, или как у вас в Питере говорят, в Питере называют их поребрики. Так вот, поребрики тоже все новые. А мы поехали по Московской улице, но как бы со двора между Московской и Комсомольской, на всякий пожарный случай. Вот как бы вот так вот проедемся. Как он называется? Вон мой подписчик пошел, машет нам. Меня уже все знают в городе, все приветствуют. Детский мир со двора. Всем, кто тут жил, всем огромный привет. Наташка Окунева, по-моему, потом Дживера Мамашева тоже, по-моему, где-то рядышком тут жила. Так, все, выезжаем на улицу Амосова. И вот крайняя свечка у нас по улице Комсомольской. Все, едем дальше. По Амосовой улице продвигаемся. Сейчас свернем на 40 лет. Видите, дома по правому борту, вот эти все дома новые. Все двухэтажки, по-моему, вот уже не осталось. По-моему, все. Вот крайние были снесены. Это школа вечерняя и техникум. Видите, нет, вот там во дворе еще одна осталась. Одна двухэтажка, вот там, вон она, видите. Туда, ближе к Комсомольской, есть еще одна. Так, это у нас школа номер 1. Как-нибудь засниму ее после ремонта, просто интересно будет. Будет какое-нибудь голосование, это мой участок. Обязательно туда загляну. Вообще в школу сейчас доступ везде закрыт, так что, ребята, не просите меня ходить в школы, если только мне не пригласят туда. Без приглашения в школах делать нечего вообще. Сейчас даже зачастую и собрания в школах проводятся по, как это называется, в онлайне. В школах везде сейчас охрана, после всяких известных вам событий, везде все охраняется, никого лишнего никуда туда не пропускают. Тем более, ну, можно, конечно, наверное, попроситься там, ну, я не знаю, это, короче, не знаю. О погоде в алмазной столице. Значит, у нас минус 37 градусов, небольшое потепление, ветра почти нет, и это очень сильно радует. Снег тоже не снегопадет. Время у нас 12 часов. Хотел вам показать, а солнце уже на закате. Ну, то бишь, вы сами понимаете, что к 4 часам опять у нас будет темно. Ну, постараюсь показать. Вот видите, горизонт. Вот он, да? Он такой уже красный. Так вот, там взошло солнце в районе 11 часов. И вот уже к часу оно практически у нижней кромки, там на западе. А мы с вами едем в сторону улицы 40 лет октября. И, по-моему, там домик, сейчас я вам скажу адрес какой. Адрес нам нужен: Московская 26Б, квартира 14, что ли, 26А.
26Б. Ну, я так понимаю, дом-то не сильно и преобразился, да? Так он как был, такой и остался. Квартира 14, наверное, где-то вот здесь должна быть. Ну, единственное, конечно, в этих домах появилось отопление, появилась горячая холодная вода и, конечно же, туалеты. Видите, тут провели внутри коммуникации. Странно, как же здесь номера квартир-то идут? 14-я квартира на втором этаже, что ли? Ну да. Да, вот она. Вот 14-я квартира. Ну, в общем, бегало так, да? Посмотрели, побывали. Едем дальше. Есть у нас еще Комсомольская 5А. Блин, где это Комсомольская 5А? Ну, посмотрим. Так, время пока есть еще. Поедем, посмотрим. Ну и уже, чтобы никому не было обидно, поедем уже по вот этой улице Московской и прокатимся до конца. Все равно нам ехать в сторону Комсомольской. Когда-то, вот помните, здесь были мусорки такие, да, и на них помои выливали жидкие, и рядом стояли вот здесь какие-то деревянные туалеты. Вот по всей вот этой улице, вот так вот прямо здесь с правой стороны были сараи какие-то для хранения там скарба какого-то непонятного. И были туалеты деревянные. Страшные такие, конечно. И вот эти мусорки были такие, ну, помойки их еще так и называли, помойки. А теперь тут чуть-чуть облагородили. Вот видите, крупногабаритные отходы отдельно. Потом такие тут эти контейнера для твердых бытовых отходов. Потом построили вот эти дома, две вот этих, я даже не помню, как они там назывались когда-то, ипотечные, не ипотечные, или как-то кооперативные дома. Вот эти вот трехэтажные, или четырехэтажные они. А эти общаги так вот стоят до сих пор, да, ничего тут не произошло. Вот тут теплотрасса протаяла. Оп. Даже вот смотрите, вот эта музыкалка бывшая, ее вот облагородили, видите, оббили какими-то сайдингами. Пластик или металл, не знаю точно. Сейчас, по-моему, музыкальная школа в другом месте. Так, 40 лет 40А. Кстати, крыши поменяли. Я вот как-то снимал вам, было дело летом или весной, или осенью, уже не помню. Ну, короче, снега не было. Эти все дома выглядят одинаково, вид сверху, потому что у них у всех одинаково оранжевые, не оранжевые, такие темно-бордовые крыши. То есть на них вот эти крыши все поменяли. Ну вот дома, которые 40 лет октября. Я даже не знаю, номера домов-то здесь уже 40, какие-то номера тут 44 или 42. Вообще без изменений. Так, едем. Ленинградский проспект. Практически все первые этажи заняты магазинами, различными финансовыми учреждениями. Вот, смотрите, это уже 25-й дом, крайний дом перед площадью. Здесь у нас магазин золота, ЖД, авиабилеты, туры. Отличные наличные. Займы под 80 тысяч рублей. СДЭК. Видите, вот СДЭК куда переехал у нас. И дальше там магазин Батист. Мы идем в СДЭК. И в обратном направлении идем. Погодка немножко улучшилась. Температура повысилась. 37 градусов на улице. Это прям
лето. По нашим меркам. Нет, шучу, конечно, холодно. Очень холодно. Так, и что тут мы не досмотрели? Магазин Гортензия, какой-то салон. Цветы. Школьник. Школьник на месте работает. Я покупал какие-то канцтовары. Парикмахерская Делис. И там в Каспии открылся магазин новый. Мы сейчас забежим с вами в него. Был раньше ресторан Харбин. Теперь магазин Каспий. Полностью был снесен и построен по новой. Забежим сейчас. Ну, товары народного потребления, как обычно. Хозяйственная бытовая. Все продукты есть. Возможно, из-за того, что здесь открылся этот магазинчик, у нас магазин Экспресс закрылся. Видимо, здесь посещаемость стала больше. Ну и цены здесь повыше, я бы сказал. Но уже совсем рулет по-кассельски. Не знаю такое, первый раз вижу. Цены на продукты здесь немножко повыше. Что у нас тут? Лук 60 рублей, морковь 105 рублей, 185 рублей. Правда, в качестве не супер, но... Так, что тут есть? Груши, яблоки, хурма. Даже вот такое есть. Арбуз 355 рублей. Денег колхозницы 375 рублей. Ананас 270 рублей. Ну как-то вот так. Так, приближаемся к Комсомольской. Стадион Триумф. И вот здесь вот на повороте стояла автостанция. Не автостанция, а трансагентство. Трансагентство называлось. Вот здесь здание такое было. И как мне написали подписчики, что там можно было купить проездной билет на автобус. Ну, когда тогда это было вообще просто что-то. На автобус проездной. Где ваш билет? У меня проездной. Вот его можно было купить здесь, наверное. И еще может быть где-то. Так, Комсомольская 5А. Надо найти. 1, 3, 7 дом. Блин. Получается, это вот 5-й. Это нужно, значит, где-то во двор заехать, наверное. Комсомольская 5А. Это сейчас мы свернем вот здесь возле МТС. Наверное. Возле МТС где-то вот свернем. Так, это у нас получается 9Б. 9, 7, 5, где-то. Если вот это 5-й дом, вот слева, то где же у нас 5А? 9А, 7А. Значит, следующий будет где-то 5А. Потому что тут все так запутано. 5Б, блин. А, вот и 5А. О, друзья, вот мы и приехали. Девять дробь 2, 9 дробь 1 дома. Сейчас мы видим. Ну вот третий подъезд, но тут с торца нету никаких окон. Тут даже камеры у кого-то стоят, наблюдение. Окон-то нету с торца. Может, с той стороны, вот с стороны Комсомольской, тротуарчик такой маленький есть. О, видите, даже вывеску здесь видно. Комсомольская 5А. Холодильничек наверху.
Вот. Привет вам от Комсомольской 5А. Еще одну заявку выполнил. Друзья, сегодня короткий выпуск, поэтому не обессудьте. Будем коротенько рассказывать, показывать. Вот я вам обещал показать, где солнышко находится. Но вот из-за тумана, а на нижнем туман, видите, солнце где уже? Это время еще 12:15. Солнце уже близится к закату. Но это считается вот прям самая, наверное, высокая точка солнцестояния. Да, на нижнем температура ниже, видимо, градусов 38-39 и туман. Деревья потихоньку, помаленьку обрастают снежными шапками. Вот именно во время, когда туманы, вот эти сильные морозные туманы, деревья постепенно обрастают такими, становятся как ватные. Видимо, отсюда и срисовали вот эти картинки новогодние, где деревья все облипшие такие снегом. Кстати, про фортуну кто-то задавал вопрос. Вот она, фортуна, видите, она работает. Написано открыто. В фортуне, блин, что только не было, господи. Я даже сейчас затрудняюсь, что там. То кафе, то какая-то кальянная, то пивбар, то магазин. Что там только не было. А сейчас я даже не знаю, что там написано. Фортуна. Все, мы приближаемся к улице Вилюйской. Справа магазин Кэскил. Это новый магазин. Сейчас мы направо свернем. И туда проедем. Здесь Нагорная 24. Сейчас. Ну, в принципе, вот оно, это место, где стоял клуб «Геолог». Где-то вот здесь, вот где-то здесь. Сейчас мы спустимся немножко в сторону улицы Вилюйской. А я не знаю, там есть сквозной проезд или нет, чтобы по ней проехать. Возможно, даже и нету. Нет, здесь ничего нету. Здесь вот все просто дома. Набережная 20. Набережная 20. Видимо, Вилюйская где-то чуть просто дальше. Просили именно вот то, что ближе к реке Релях снять. Ну, дома здесь вот, они прям, это крайние домики, крайние. Вот эти, видите, засыпухи такие уже полуобрушившиеся есть, вот бревенчатые. Не знаю, там живет, кто не живет, может быть, кто-то использует как дачи. Я это имел в виду, потому что сама улица Вилюйская, она по ту сторону Вилюйского кольца. Там осталось несколько домов с именно вот прям Вилюйская улица, там написано дома 1, 2 там и так далее. Вот видите, вот крайние дома, которые сейчас все-таки какая-никакая дорожка есть. Сейчас попробую спуститься туда. Люди здесь живут, прочищают дорогу. Вот река Релях уже внизу, видите? О. Улица, конечно, это набережная. Домик какой-то, он даже 3 этажа даже, видите? Тут все вот как-то вот так. Да не знаю, я там потом выйду оттуда или нет. Есть там дорога наверх. Будем надеяться, что есть. Ну нет, развернемся, значит поедем. Блин, у меня не так много времени на самом деле. Мне уже пора ехать домой. О, повезло. Просто повезло. Наверх есть выезд. И вот там, видите, вон там 7-я школа наверху. Вон там 7-я школа. Улица Нагорная, 44. Нагорная, набережная 42, а здесь Нагорная улица. Вот это по правую сторону Нагорная, вон река Релях, видите? Ну, домов почти, ну,
есть еще, есть 50 дом, набережная, Нагорная по правому краю, дом 42 проезжаем. Где-то люди живут, а где-то просто используют как дачи. Ну все, дальше не поеду, поеду уже наверх, надо выезжать туда, в город. Экспедиционная улица вот эта. Экспедиционная. «81» дом проезжаем. Да, давненько я здесь не был. Прям давненько. И вот это все, она выходит туда, к пилораме. Вы знаете, да? Помните, где была пилорама? Там участок на СМТ был. Сейчас там, конечно, уже все по-другому. Сейчас там Континент, торговый центр. Вот по левую сторону здесь какие-то вот предприятия. Я не помню, что там было. Сейчас там тоже все в аренде, эти площадки. И Релякская 83 проезжаем. Все, тут сейчас Континент, ДНС, оптовая база Ермак. Раньше была пилорама. Потом все это дело свернулось. Все, выезжаем возле ЗЭСа. До Вилюйской улицы не доехал, еду чуть позже, покажу. Небольшой кусочек улицы Вилюйской вот остался, смотрите, это Экспедиционная 7. Экспедиционная. Вот впереди мы видим, вот там у нас река Релях. Сейчас вот здесь вот чуть-чуть еще проедем. Вообще вот это весь район называется Вилюйское кольцо. Сейчас попробую я спуститься здесь вниз, посмотреть. Ближе туда, ближе спущусь к реке Релях. Экспедиционная улица 1. Экспедиционная улица 1Г. Так, ну тут, по-моему, нету сквозного проезда. В общем, вот это крайние тут дома улицы Экспедиционной. Больше ничего не осталось. Вот тут остались несколько засыпух. Не вижу отсюда какой там адрес. Все, дорога туда направо получилась. Это на 5-ю фабрику бывшую. И здесь вот у нас все. Опять выезжаем на Вилюйское кольцо. Из новшеств, что у нас здесь? Значит, вот здесь появилась база вот эта, оптово-розничный магазин, бир алкомаркет, короче, я этим мало интересуюсь. Долина называется, бытовая химия, магазинчик Долина. Это вот он давненько уже здесь стоит, кто помнит. Улица Экспедиционная 14/1. Впереди вот вы видите Вилюйское кольцо. Ну, я имею в виду, что здесь памятники, обелиски, вот это все. Потом с правой стороны здесь вот прилегает, значит, ресторан Зазеркалье. Торговый дом Русь. Продовольственный магазин там. Магазин Колесо, Автомаг, магазин Транзит, кто-то спрашивал, Транзит, вот он на месте Транзит, все работает, там СТОшка какая-то и магазин Рубин, это крайний автомобильный магазин, там как всегда столпотворение покупателей.
И все, здесь старое здание почты, кто помнит, здесь остановка была автобусная. Его уже там нету давно, просто осталась база почты, там у них гаражи. И все. Вот эта улица у нас, дома относятся к улице Кирова, а по левую сторону, вот здесь засыпухи там еще остались, это Вилюйская улица. Вот там бывший детский садик, там Вилюйская геолого-разведочная экспедиция базировалась. Был когда-то детский сад, по-моему, или школа. Нет, школа 8-я там чуть-чуть дальше, а вот это детский сад был. Ну, там его передали в свое время в Вилюйскую экспедицию. Все, вот эти дома Кирова 6, 8, 10, 12 там, и так далее. Двухэтажки, которые, помните, блочные, их привозили из таких блоков, короче, составляли и потом оббивали снаружи, и получался такой вот двухэтажный дом. Ну и все, и немножко вот здесь вот засыпух там осталось, не помню, то ли гаражная улица это, то ли как-то еще называется, ниже филиала автобазы, справа от филиала автобазы. От филиала тоже там ничего не осталось, вот там построены новые боксы их, и все. Все, проехали у нас автоматику, слева РССУ. Ну и вот так вот. Все, едем дальше. Вот здесь сейчас, кто не знает, может кто не помнит, и недавно появился он здесь, светофор напротив автобазы Мирнинского ГОКа. Вот самая та автобаза, которая для карьерных самосвалов, ну, где в принципе раньше все базировалось. Где работал мой батя когда-то давным-давно, можно сказать, всю свою сознательную жизнь отдал автобазе Мирнинского ГОКа. Вот она, родная. Кто помнит, вам всем огромный привет вот из автобазы и от меня лично. Помните, здесь за забором всегда стояла теплица, она всегда парила, пар из нее такой шел круглогодично, она работала, там выращивали огурчики, помидорчики. Справа были склады МТСа, ну их сейчас, конечно, уже нету. Здесь вот гаражные всякие кооперативы организовались на этой пустыре, на этом, когда все посносили. Вот МТС база, видите, с левой стороны, склады ихние, это все осталось на месте. Вот здесь когда-то был гараж, я здесь работал на Чите, а сейчас здесь управление Накинского отделения МТС. Недолго думая, обещал показать вам новогодний ассортимент в магазинах. Выбрал вот этот магазин Экспресс. Так, тут, по-моему, Алфа-маркет. Нам туда не надо. Кафе Кулинария. Елочки уже продаются. И вот самое главное, новогодняя елка. Магазинчик подарков. Санта-Клауса. И подарочки. Кулинарный отдел. Так, что нам тут? Пиццы. Сосиска в тесте, пирожки жареные, лиши, чебуреки. Печенюхи, кексы, круассаны, печеньки, стейки с творогом, кексики, короче говоря. Ну и, конечно же,
Чак-чак. Ну вот такой примерно ассортимент. Блинчик, пончик, кафешечка. Можно здесь посидеть, выпить чашечку кофе. Готовая еда. Соусы, туши, котлетки. Ну, тайжареные. Салатики. Но новогодняя атрибутика присутствует. Салатики есть всякие разные, на вкус, как говорится, кому какие захочется. Индейка жареная, шеи свинины жареные, руки. Вот это да, красотень какая. Ну и полуфабрикаты, стейки, шашлыки, курица, свинина, фарш. Тортики есть, птичье молоко, баунти, лес, сливки, ромовая. Пироженки, медовик, птичье молоко, йогуртовое, Спартак, ореховое, черничное, эклеры, корзинки, капкейки, тирамису и рулет. Ага, тут еще что у нас есть? Шаурма, бургеры, сэндвичи, блинчики. Ну, как-то так. Елочка, конечно, зачетная. Мороз. Все, друзья, на этом наш выпуск сегодняшний заканчивается. Я надеюсь, это крайний в этом году. Не набросайте мне новых заявок. Присылайте уже в новом году новые заявки. Всех с наступающим Новым годом. Всем желаю счастья, здоровья. Хорошо встретить Новый год. И оставаться всем живыми и здоровыми. До новых встреч. Пока-пока.